Выступление нашего юнкеровского поста Беджимек Эскеля, руководитель-заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Попова, юные корреспонденты Айсен Корякин и Лера Сергеева вызвало большой интерес слушателей. Они рассказали о результатах общего труда, направленного на развитие читательского навыка. Залог успеха кроется в проектной работе, выстроенной по принципу социального партнерства. Юнкеры приобщают к чтению всех жителей села. В знаковый день каждого жителя Беджиме принято дарить книгу, будь то окончание школы или рождение малыша. И чтобы улучшить уровень чтения наших детей, мы придумали проект «Викторину». Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно было прочитать все номера от корки до корки. И за это они получали призы и медали. И поэтому эффективностью этого проекта является то, что мы улучшаем материально-техническую базу нашей школы. И некоторые дети получили путевку во всероссийский детский лагерь «Океан». И повысился уровень чтения наших детей. В прошлом году к нам приезжают разные деятели из других школ, с редакции. Также родители сами проводят такие школы. И в прошлом году, например, мы школу родителей проводили по произведению нашего известного писателя Аманчея «Саскиген». Почему? Потому что в этом произведении очень много говорится про народную педагогику, про народную мудрость, как мы должны воспитывать детей. И вообще мы работаем по проекту «Джервель» всем селом. Это и опираемся на народную педагогику, поэтому мы выбрали именно это произведение. Родители читали, обменивались своими мнениями, и даже к концу этого года они такое вот шоу провели, ток-шоу, вот это нынешнее время и то время, как мы сейчас воспитываем наших детей, да? И провели игру «Своя игра», которая называется. Да, также выступают наши педагоги. Родители тоже сами проводят школу для наших детей на базе школьной и сельской библиотеки. Также эффективностью этого направления является то, что мы из школьной библиотеки дальше пошли в сельскую, и не только на базе них, но и мы вышли на семейные библиотеки. Следующее направление называется школа деятелей. Джаяндер Верехтерди. Деятели – это те, кто распространяет что-то светлое, нужное, полезное. Да? К нам приезжают, мы не только сами обучаем их, но вызываем очень интересных людей. Аргунова Любовь Семеновна является нашим главным социальным партнером. Также Аввагумов к нам приезжал, автор «Сурубичей». Да? Также Павловская средняя школа, у них очень хорошая лаборатория экземпляря есть, нашего известного тоже человека. И эти люди к нам приезжали для родителей и детей, провели очень хорошую школу по произведениям. Мы не только внутри нашего села проводим все это, да, обучаем наших детей и родителей, но и нам помогают другие социальные партнеры из других школ и даже города Якутска. Так, четвертое направление – это презентации книг. В школу у всех наследников проходят презентации книг местных авторов. Этой весной мы с активом школы провели книжную акцию «Дари добро», где каждый желающий мог принести любую книгу. В итоге мы собрали около 100 книг и 30 журналов. Собранные книги мы отправили в реабилитационный центр, некоторые книги отправили в Хапатыгальскую больницу детям, и оставшиеся книги подарили инвалидам села. И поэтому эффективностью этого направления является то, что мы делали добро, научились бережно относиться к книгам и создали условия для чтения другого человека. Прошлым летом мы со семьей своими руками сделали лэпбуки по темам и участвовали в конкурсе журнала «Шоранчик» и заняли 3-е место. Чтобы привлечь другие семьи, мы провели мастер-класс для родителей и научили их делать лэпбуки. Мы вместе с книгой. Вот, пожалуйста, обратите внимание на наши... Это у нас книжные сумки.
очень тоже интересное, можете у себя уже такое придумать. Целью является то, что мы всем миром собираем книжные сумки. Первую книжную сумку мы дарим молодой маме, которая выписывается из роддома. В них собраны, посмотрите, какие интересные книги в этих сумках собраны. Собраны в этих книгах все книги нашего издательства «Бичик» на родном языке. Главным здесь нашим социальным партнером является библиотека управления нашего УЛУСа. Так, дальше вторая книжная сумка мы дарим, когда ребенок поступает в детский сад. Тоже очень интересные книжки, даже календари, которые выпускает наше книжное издательство «Каскиль». Третья книжная сумка для ребенка, который поступает в школу. Четвертая сумка, книжная сумка, это выпускникам нашей школы. И пятая сумка, это новой семье нашей школы, нашего села называется. Качество образования в нашей школе, как вы видите по таблицам, по результатам ОГЭ и ЕГЭ, мы гордо хотим сказать, что мы являемся каждый год в десятке, даже в пятерке лучших школ по рейтингу. В нашем УЛУСе такой рейтинг составляется. И вот в прошлом году, в этом году пока еще нам не предоставили, но в прошлом году вот на втором месте находится наша Пекинская школа. Да. Другие каждый год, все получают аттестаты, медалисты у нас, медалисты есть каждый год, все поступают в учебные заведения. И повышается, конечно, читательский интерес. Повышается, расширяется библиотека наших семей, нашего села. И вот краудсорсинг по этой теме, по повышению читательской компетенции, как мы видим, уже приносит свои плоды. То есть мы воспитываем наших детей, развиваем наших детей всем миром, всем селом. Спасибо большое.